Набережная Сухума – излюбленное место жителей и туристов. Некоторые объекты на ней за последние годы достраивают и улучшают. Ну, казалось бы, что можно добавить к такому любимому и посещаемому месту, как ресторан «Нарта»? Но, как говорится, нет предела совершенству. Совсем недавно жители Абхазии обратили внимание, что в кафе, в ресторане «Нарта» вот такая очень интересная пристрочка. Сабина, мы узнали, что ты являешься архитектором-разработчиком. Расскажи нам, какие цели и задачи стояли и как ты их решила нам. Ну, я говорю, скажу, что это один из, наверное, моих самых любимых проектов, потому что благодаря тому, что здесь очень, как сказать, дружный коллектив, очень слаженная была работа, такая благоприятная была обстановка, получилось, в принципе, все, чтобы вы понимали, что я задумывала еще на этапе просто 2D-коллажей. И мы даже на этом остановились и приступили к работам. То есть были подготовлены чертежи, я сделала вот эти коллажи. Сабина, ну что хотел заказчик в этом проекте? Мы с заказчиком, у нас было абсолютно идентичное мнение по поводу того, что заказчик сам понимал, что Нарта — это культовое место уже для Абхазии, всей Абхазии. То есть это даже визитная карточка, и это место уже давно не просто, как говорится, мы приходим сюда поесть или выпить, поесть вкусные лодочки или вкусную абхазскую кухню, маманлыгу и так далее. Все уже понимают, что это место давно уже вышло из этих рамок. Это место, можно так сказать, памятник городского значения, как минимум городского. И у заказчика было такое видение, и у меня в том числе безоговорочно, что новое строение, которое здесь, на этом месте должно появиться, оно должно быть как, может быть, даже как выполнять функцию галереи или какого-то выставочного пространства, где будут сконцентрированы, ну, цель, какая у нас была, которую мне поставил заказчик, и которую я сама тоже поддерживала, естественно, и преследовала, да. Это осовременить, но не выходить за рамки нашей этники. То есть, как мы видим, здесь в основном это деревянная архитектура, эти апатхи, мы видим деревянные балконы, да. Вот это здание двухэтажное, да, вот террасы. Эти все выносные, да, элементы, террасы и так далее. Здесь много дерева, натуральные текстуры, да. В общем, и камень, то есть вот такое здесь все. Естественно, ну, единственный более или менее такой современный материал — это металл здесь присутствует. Без него, к сожалению, в современном мире никак. Вот. И здесь то же самое. Была задача сделать что-то современное, но абсолютно, чтобы это было в привязке именно к нартам, к этому месту. И поэтому цвета, текстуры уже были и так мне понятны, что здесь должна быть там обожженная глина, дерево, натуральные какие-то элементы, в общем, которые будут вроде как современные, но в то же время отсылать нас к этнике. Ну вот хочу оговориться заранее, что я вообще всегда, когда я проектирую общественные в основном пространства, что касается там кафе, возможно, либо какие-то магазины, для меня, ну, всегда первостепенно, чтобы место, в которое мы попадаем, оно могло менять нашу реальность. То есть мы находимся, все понимаем, что мы находимся в Абхазии, что мы находимся на набережной Махаджиров, но в то же время, когда мы попадаем в это место, мы понимаем по каким-то элементам, что оно, в принципе, подходит сюда, да, ну, опять же, по моему, может быть, мнению, но в то же время оно как будто тебя переносит в другую реальность. То есть здесь, вот, особенно летом, либо в солнечный день, когда ты попадаешь вот в эту часть, ну вот в эту пристройку, да, мы, мне кажется, как будто попадаем еще в какую-то Азию, где, потому что там у нас есть большое вертикальное окно витражное, а там бананы, по другую сторону у нас пальмы, и вот в сочетании с вот этими сквозными деталями, элементами, вот этими бризблоками, мне кажется, ощущение, как будто все-таки ты находишься в каком-то тропическом месте, наверное, в какой-то, ну, Азии, я так вижу это.
Вот. И вот это, наверное, задача была для меня главная, чтобы это место на какую-то секунду тебя переносило в другое пространство. В то же время ты понимаешь, что ты выйдешь, и ты все-таки находишься в своей любимой стране, в любимом Да. городе и на любимой набережной. Вот такая была задача у меня. Сабина, а вот эта прозрачность абсолютная, она такую воздушность придает вот этому проекту, да? Казалось бы, пристройка обычная, в каком плане обычная? Нет Ну каких-то да. конфигураций. Прямоугольная, никаких... Прямоугольная, да. но либо вот эти деревянные панно, либо вот вся конструкция железная, она как-то так очень вписалась. Мгм. Никакого диссонанса я не вижу, я вижу только здесь гармонию. То есть цели и задачи, которые ты поставила, ты довольна ими. Да, я довольна. Еще одна цель, задача, которую я себе поставила, это то, чтобы, мы видим, что здесь сзади этой пристройки есть двухэтажный объем, который до этого, естественно, здесь Да. существовало здание. С набережной хотелось бы, чтобы я все-таки противник того, что сейчас активно застраивается хаотично набережная, что появляются многоэтажки. Это мне не близко, это я сразу же оговорюсь. И мне хотелось, я понимаю сейчас, что людям, которые занимаются коммерческой деятельностью, которые зарабатывают деньги, у которых бизнесы на набережной и не только на набережной, им нужно пространство, больше места и так далее. Это все абсолютно понятно. Но есть архитектурные приемы, которые можно применить у нас и сделать так, чтобы здание было, не особо заметно. Вот в данном случае мне хотелось, чтобы человек, который идет по набережной, да, он может видеть какие-то элементы. В данном случае мне хотелось, чтобы вечером, например, был акцент больше на картины, которые там висят, на эти бриз-блоки, мне так хотелось. Но в то же время, чтобы человек не видел какую-то огромную там крышу многоскатную или двухскатную, неважно, какие-то нагромождения, какие-то стены. Мне хотелось, чтобы это было легко, прозрачно, и чтобы это не нарушала вот эту всю гармонию, которая должна быть на набережной. И я думаю, что с этой задачей мы справились. Конечно, мы понимали, что мы шли на некоторые риски, и слава богу, мой добрый заказчик, у него есть, естественно, свое представление, у него есть свой вкус. Мы с ним очень совпадали, слава богу, с этим. Он всегда был на моей стороне. Вот в любые начинания, все, что я говорила, что нет, нужно именно так, он вообще... то есть мне не надо... Бывает, что когда ты должен спорить немного с заказчиком или еще что-то. В данном случае все было идеально. Это человек, который, в принципе, абсолютно понимает и эстетику, и так далее, и все задачи. В общем, у нас в этом был коннект хороший. И единственный момент, мы понимаем, что у нас очень жаркая, солнечная, да, страна, и там 9 месяцев, грубо говоря, в году у нас солнце, да. Вот почему здесь прозрачная кровля? Мне хотелось... Кстати, мне кажется, это такой плюс, да, прозрачный потолок. Да, вот я с вами согласна. Мне хотелось создать такой еще момент, вот, например, вечером, когда ты здесь находишься, или даже утром, днем, даже в дождь, когда ты здесь находишься, чтобы у тебя было это чувство, что вроде как ты находишься в открытом месте, тебя ничего не сковывает, у тебя открытое пространство, ты себя комфортно чувствуешь. Но в то же время, конечно, современные материалы, которые мы сейчас можем себе позволить, да, они не всегда отвечают всем требованиям, которые нам нужны. Например, там задерживается тепло, очень жарко становится, или там не проницает достаточное количество воздуха и так далее. Вот все вот эти тонкости мы постарались, конечно же, учесть, но так как кровля это монолитный поликарбонат, он очень естественно и натурально выглядит, как стекло настоящее. Понятно, он тоже дорогой материал, но в то же время, так как это все-таки пластик, он вот этим требованиям не совсем нагревается летом и так далее. Единственный момент, мы о чем думали, что сделать его более темнее, либо прозрачным. И вот на чем я настояла, чтобы он был абсолютно прозрачным. Но это здесь и плюсы, и минусы, вот как я вам сказала. Но эту проблему тоже мы как решили? Мы вот сделали эти
вентиляторы, большие люстры, которые мы заказывали, да, и также мы сделали вот эти панели, которые, они повторяются, вот мы видим раскладку бризблоков, Да. а я брала этот рисунок и накладывала на вот эти панели, и мы изготовили панели, которые сейчас вы видите на потолке. Но я говорю, что до конца, ну, с крышей у нас такая была задача, что мы так сделаем так, как я нарисовала, а дальше, если мы поймем, что чуть-чуть жарковато летом или еще какие-то моменты, мы дальше задекорируем эту крышу там тканью там, или еще какими-то, ну, у нас, в общем, есть какие-то идеи по поводу кровли. То есть этот момент можно решить. Но что она должна быть плоской и прозрачной, это было абсолютно точно. Ну, с небольшим скатом мы, естественно, сделали, чтобы вода, да, не скапливалась. Это было абсолютно точно, и вот слава богу, что у нас здесь, опять же, скажу, что команда была дружная, и все понимали с полуслова друг друга, и заказчик согласился, он сказал: я тебе доверяю, делаем. И, ну, я, честно вам сказать, я, конечно, довольна, что вышло так, и то требование, то, что я себе ставила, что и с набережной вид такой должен быть, и внутри такое ощущение, все получилось. Сабина, ну так выходит, на нашей набережной появилось такое романтическое местечко, где могут люди сидеть и смотреть на капающий дождь сверху. Да. Великолепно. Сабина, ну а как появились картины, триптих? Картины, вот на самом деле, я могу сейчас ошибаться, но года 2-3 назад на винзаводе у нас была выставка. Опять же, сейчас точно я вам не могу сейчас сказать, какая была там тематика, но я абсолютно точно помню, что там были работы выдающегося абхазского художника Ливарсы Будва. Ну, там был как раз, было полотно, вот этот триптих «Сказание о нартах». Я не знаю, может быть, это полотно принадлежит этой организации «Винам и водам Абхазии», или, возможно, это просто в тот момент кто-то дал на выставку. Да. Вот этот момент я не могу вам сказать, но я увидела первый раз эту работу и на самом деле влюбилась. И когда я стала разрабатывать этот проект, я понимала, что должна быть, ну, это же как галерейная система пошла у нас уже, и у нас была большая стена светлая, но я ее только светлой представляла, и понимала, что там должны быть какие-то полотна. И, ну вот, кроме полотен Ливарсы Будва, именно этих, я ничего не представляла на самом деле. Я и в коллаже использовала изначально, когда согласовывала с заказчиком. Вот. Ну, само собой, в ресторане нарта должен быть нартский эпос. Да, вот. Самое главное, что, конечно же, меня привлекло, что это, да, нартский эпос. Да. И, конечно же, хотелось бы вот именно, чтобы на стенах этой пристройки были вот именно работы наших художников, связанные именно с нартами. Я, на самом деле, когда работала над этим проектом, потому что там у нас еще одна дополнительная стена, я рассматривала очень много журналов, альбомов, посвященных Абхазии, где я хоть как-то увижу какие-то работы, может, новые. Мне хотелось что-то новое, либо на то, на что люди особо, ну, не видели, не обращали внимания. Я тоже случайно увидела эту работу. Мне очень хотелось, чтобы здесь была чеканка, потому что когда-то в советское время здесь она была. К сожалению, вот она утеряна, мы пытались ее найти, но она утеряна. Я хотела, чтобы в одном здесь сзади появилось еще одно небольшое помещение, ну, как-то на перспективу мы думали, что, может быть, какие-то VIP-гости будут приходить, и как-то можно уединиться. И там вот у нас, например, чеканка. Я искала мастеров, потом уже, когда я поняла, что очень сложно найти чеканку у нас сейчас, это уже точно было определено, что здесь будет Ливарса, что и кто-то будет воссоздавать эти работы. Но мне хотелось еще добавить чеканку, потому что там еще один зал. И вот я даже искала мастеров по чеканке у нас. У нас, к сожалению, с этим огромная проблема, но мне кажется, что это абсолютно наша культура, и мы должны как-то возрождать эту идею чеканки и вообще вот этого искусства. Сабина, вот в советский период очень популярны были панно из чеканки. И я вот смотрю, с левой стороны две чеканки тоже возникли, да, вот в ходе этого проекта. В поисках этой чеканки я уже в какой-то момент успокоилась, расслабилась, потому что ее было сложно найти. И вот по счастливой случайности я абсолютно случайно попадаю в дом, который находится на перекрестке 5 дорог на Папаскире.
на улице Папаскир. Там живет человек, который планирует создать какой-то музей. Я не могу сейчас сказать какой, но он любит старые антикварные вещи, он собирает абсолютно все, и чеканку, и, в общем, и художественные работы, картины, ну, в общем, чего у него там только нет. Мы не знали, я когда попала туда по работе, случайно он нам об этом сказал, и мы с подругой, коллегой заинтересовались, он говорит, я вам сейчас покажу. Заводит он нас в небольшое помещение, в комнату, которая была просто полностью заставлена вот такими очень-очень красивыми, ну не только чеканкой, красивыми вещами, но там было очень много чеканок, разноразмерных, маленькие, небольшие. И первое, что вот у меня упал глаз, просто взгляд на вот эти две чеканки, которые сейчас тут висят, да. Я ахнула, и этот человек хотел вообще нам сделать приятно и подарить нам что-нибудь. Он сказал, девушки, я вам могу подарить то, что вы хотите. И я ему рассказала, на тот момент я разработан уже был этот проект, уже шла стадия ремонта. И я ему рассказала об этом, я сказала, что это будет просто идеально, шикарно, супер, и если вы эту чеканку передадите в Нарта. Мне ничего не нужно, вот нужно туда. Этот человек знал тоже хорошо моего заказчика, он его тоже очень любил и уважал, и он сказал, я абсолютно безвозмездно могу передать в такое культовое место свою чеканку. И вот так получилось, что вот эти идеальные по мне, они идеально, мне кажется, и сюда вписались, ничего нового можно было не придумывать, просто единственное, конечно, мы с строителями очистили эту чеканку, она, естественно, со временем потемнела, пожелтела местами, мы ее реставрировали как могли, и сейчас она, мне кажется, очень красиво красуется на стене, и далее мы уже заказали в этом же помещении, в небольшом VIP, как мы говорим, там висят две люстры такие бесформенные, они как кольчуга. И тоже я это делала с такой целью, чтобы они тоже как-то подчеркивали именно вот эту чеканку, чтобы они как-то согласованы были. Вот тоже очень много кто меня на самом деле спрашивает и по поводу этой чеканки, и по поводу этих люстр, которые, мне кажется, очень хорошо гармонируют друг с другом. Ну, назови нам фамилию этого человека, чтобы мы знали. Я сейчас могу ошибаться, я фамилию не смогу назвать, но этого человека зовут Армен. Спасибо ему огромное, и я надеюсь, что в скором времени он сам свой уже небольшой музей сделает, потому что на самом деле он тоже делает колоссальную работу, он не просто вот ненужную какую-то чеканку собирает или еще что-то, он выкупает ее, он в Россию ездит даже за ней, он в каком-то смысле он любитель, и в каком-то смысле, да, он фанатик вот этого всего, с ним очень интересно пообщаться, и он это так воодушевленно все рассказывает, что, мне кажется, у него все шансы сделать там небольшой музей. Такие люди очень интересные, и то, что он отдал в да, дар, это вообще, да. Кафе Нарта, это просто вот огромное ему спасибо, конечно. Да. Я стараюсь всегда участвовать именно в проектах, которые мне самой интересны, но вот такие проекты там, как Нарта, например, это просто, мне кажется, не может быть неинтересным проект. И мне всегда хочется привлечь к таким проектам перспективных молодых людей, ну, в любой сфере. Ну, в основном это получается, что это художники. Вот, например, в данном случае Амру, которая выполнила эти работы, Чичаба Амра, которая на тот момент уже вот только окончила Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию имени Штиглица. Я ее знала с детства, на самом деле, Амру. И вот на тот момент, когда я разрабатывала этот проект, она как раз оканчивает академию и, да, собирается, вот думает вернуться сюда, либо какое-то время там поработать, потому что она очень талантливая, перспективная, ну,
Здесь, конечно, сложно таким специалистам в самом начале, но мне всегда хочется их привлечь, чтобы они как-то вернулись, здесь укрепились, потому что у нее параллельно были предложения, тоже я знаю, и здесь работать ей предлагали, и в художественном училище. Но когда ты перспективный молодой человек, ты, конечно, ты стоишь на перепутье, что делать? Все хотят вернуться, но понимают, что здесь очень сложно каким-то, да. Да. Но вот и я ее привлекаю к этому проекту. Я к ней сразу же обратилась, рассказала о идее, показала визуализации все, вот, показала, что я вижу. Я хотела, чтобы это была копия Леварса Будба, но стилизованная, потому что все-таки по цветам там у него, если вот оригинал посмотреть, у него там чуть-чуть другие цвета, у него там более темные цвета, здесь мы все-таки сделали более кирпичные, охристые, чтобы в это место все-таки как-то связать к этому месту и к этому проекту. Вот. И я обратилась к Амре, но Амра сразу поддержала, согласилась, наш заказчик тоже. И вот она приступила к работе. И целых 3 месяца, все лето Амра работала над этими полотнами. Они огромные. На самом деле, мне кажется, человек, который сюда приходит, и тем более, знаете, когда они уже висят, мы по-другому их видим. Они как будто не такие огромные. А когда мы их видим потому что само пространство тоже не маленькое. А когда мы их видели, когда я приходила на этапе эскизов, когда она только начала наметки, там, да, в процессе работы я приходила к ней в мастерскую смотреть, я поражалась. Просто сама Амра как будто небольшая, и она такое творит, да. Это, конечно, это просто колоссальный труд, его вообще невозможно, мне кажется, оценить. Это все, это бесценно. Это монументальная живопись. Да. Она, во-первых, через себя пропустила самого Леварса Будба, который создал эти полотна. Это вообще, это мне кажется, да, это бесценно, потому что я думаю, что для нее тоже это очень хороший опыт. Она через его работы познакомилась, к сожалению, его сейчас нет, но вот он все равно живет, он живет в нас, в своих работах, мы хотим их копировать, но в то же время, вот, например, тут мы еще не установили табличку, здесь будет, естественно, табличка, что автором этих работ является великий абхазский художник Леварса Будба, но эту работу, стилизованную копию, выполнила молодой абхазский художник Амра Чичибая. Это очень важно, потому что не все поймут, во-первых, кто автор, да. И стилизованно, обязательно вот такая объяснительная должна быть. Да. Просто мы хотим, чтобы все было идеально, и табличка, которую мы хотим, представляем, чуть-чуть вот какие-то моменты технические сложно, хотим ее здесь реализовать, и вот до сих пор еще не установили ее, но она обязательно тут будет. Спасибо большое, проект очень интересный, и нам очень понравился этот проект. Спасибо тебе, Сабина. Спасибо, мама. Амра, ну вот мы узнали, что в этой новой пристройке ресторана Нарта вот эти 3 великолепные панно являются твоими работами. Скажи вообще, как они возникли, какую ты вкладывала задачу в них, и получилось ли у тебя? Ну, для начала, на самом деле, это работы Леварса Будба. Я была просто мастеровым художником, который реализовал его проект. Чтобы вы понимали, эти картины, на самом деле, они также в оригинале монументальные, но в работе с объектом мы подстраиваемся под объект, и критерии этого полотна, они уже компонуются под пространство, да. У нас было выбранное пространство, и все детали на картине, они создавались, там нет ничего того, что прям было копийное. Но это очень важно, копируя работу, осмысленно это сделать, выполнить работу так, чтобы суть осталась художника, творца, его идеи, задумка, но при этом, чтобы оно вписывалось в те наши современные поставленные передо мной задачи.
Ну, это серьезное такое заявление, да, вот, чтобы и автор был виден, но в то же время и чтобы пространство было очень органичным. Правильно? Да, конечно, потому что эти полотна не создавались изначально под это пространство, а мы, а, скажем так, через призму своего восприятия создаем образ этого пространства, и главным акцентом в нем оказались эти картины. Эти картины. Амра, скажи, пожалуйста, но это трилогия, правильно? Да, И Нарского вот немножко эпоса. о сюжетах. Ну, вообще я хотела бы поговорить, что такое эпос, наверное, нардский, что такое мифология. Это совокупность абхазского восприятия, созданная нашим народом. Это то, как мыслил и к чему стремился абхаз. И эти люди чаще всего, они не были богами, они были сверхлюдьми, точнее. Они должны были быть лучше обычного для стремления, для познания, для достижения того абхазского идеала Апсуара. Нестандартными такими. Да, да. Та же самая Сатана Игуаща, она была сверхженщина. Ее сын был сверхчеловек. И вот для обычного, наверное, в те года абхаза это было олицетворением символа, к чему нужно стремиться, атрибутами мужского достоинства, нашей культуры, особенностей нашего кавказского менталитета. Все это вот как Библия для горца. Вот. И, конечно, мне кажется, это очень важно. Также очень важно, так как это образ Ливарсы Будба, вообще то, как этот человек создал, потому что когда я подошла к этому полотну, это было одно восприятие меня, но я эти картины писала 3 месяца по 10-13 часов в сутки, и как бы я жила мыслью об этих картинах, и я ежедневно мысленно имела диалог с создателем этих картин. Кто он такой, какие тяготы у него были в жизни, какие... Для меня это было чем-то очень важным. Я постоянно находилась в диалоге с ним. То есть ты как бы прочувствовала его? Да, я проживала, знаете, как я ходила по его следам. Вот как, знаете, как охотник. Нужно было не просто скопировать, это нужно через себя переосмыслить тот опыт, который создал этот мастер. И в то время я постоянно думала о нардском эпосе, о символике его, о тех критериях, которые передо мной поставила Сабина, и о самом художнике. Это, для меня на самом деле он раскрылся по-особенному. Во-первых, это человек, как сказать, дом художника неизвестность, и он в социальном мире, но он всегда отдельно. И его во многом можно всегда понять, его тонкую натуру. А тут человек, который болел и воевал, и он как бы в этот же период, и насколько он был силен духом, что он смог это все пережить, и пережить таким достойным образом, это тоже характеризует его как личность, и это все видно было в этих картинах, то, как он преподносил, то, как он видел, потому что это, когда ты строишь, ты смотришь на эту картину, это одно, а тот слой за слоем, это прям математика в его живописи, это эстетика культурная, но при этом эстетика такая более конструктивная и совершенно непростое. И это все нужно было понять самого человека. Тебе удалось понять это? Я бы не хотела сама себя судить. Это уже те люди, кто его знал, те люди, кто компетентны, мне кажется, это больше их привилегия. Вот знаешь, обычно такие вещи серьезные, я считаю, висят в галереях. А это вот в месте, где человек принимает еду.
Вот это тоже очень интересно, на мой взгляд, потому что когда человек ест, он расслаблен. И я вот не вижу противоречия в том, чтобы человек ел и рассматривал картину. Ну, Как ты думаешь, вот здесь нет противоречия, на твой взгляд? на мой взгляд, и в отношении, скажем так, таковой абхазской культуры у нас наши традиции, они тоже соблюдаются тем, что попробовать ту или иную еду – это важно. Это у нас этикет застолья тоже есть, и все очень строго по сей день соблюдается. Это первое. Второе, искусство – это очень важное чувство, которое воспринимается человеком. И трапеза – это тоже очень важный... Трапеза – это тоже очень важная часть жизни человека. Да, и это тоже те самые вкусовые рецепторы, на которые реагируют. Это просто непознанный нами язык. И мы также ощущаем и чувствуем через вот этот процесс вкушания еды. И как мы кушаем, тоже важно. Конечно. Красиво и культурно, или как-то в ином виде. В общем, эти картины возникли здесь не случайно. Но вот такой теперь провокационный вопрос. Вот перед нами Ливар Сабудба или Амра Чачубая? 100% Ливар Сабудба, и рядом просто молодой начинающий художник, который создал его картину. Это не моя мысль, это не мой духовный труд. Я испытывала очень сложные чувства, создавая их, но это было создано им, он творец. А я просто мастеровой художник, который выполнил это. Спасибо. И все же, Амра, давай теперь все-таки по сюжету немножко поговорим. Да вот хотя бы перед той картиной, перед которой мы с тобой сидим вот сейчас. Кто здесь изображен? Я понимаю, что картины рассказывать неблагодарная вещь. Ну, да. Так же, как и там о песне что-то или о картине. Но все же, если ты мастеровой, ты вникала в суть, расскажи нам сюжет. Это, скажем так, рождение Нарта Сосропа. Это Сатаны Игуаща, которая купалась в реке, и с противоположной стороны ее увидел нартский пастух. И он пустил стрелу, вот там вы увидите вверху, и видим вот тот пейзаж, это как кузнец из камня создает мальчика, и это будущий Нарт. В общем-то, ну вот это именно вот та часть рождения его. Если я что-то изменяла, это вот немного стилистика под интерьер и цветовое решение. И немножко где-то композицию редактировала. Все остальное это его. Согласитесь, очень важно, чтобы на исторической набережной нашей столицы появлялись новые строительные объекты, которые органично вписываются в прибрежный ландшафт.